Я как бы вообще вот, то есть сейчас вот я рисую, да, ну как бы рисую, кто-то знает меня, вот в Хакасии многие знают меня, допустим, я не скажу, что все знают меня, да, но многие знают, любители там такого творчества, так сказать, такого, как сказать, такого направления, как бы, ну я не художник, конечно, я не художник, и я, наверное, только учусь рисовать. Потому что я рисую недавно, потому что как бы вообще как бы я с 2000-х годов работал в структурах МВД, то есть как бы с 96-го года, в 96-м году пришел я в школу Олимпийского резерва по греко-римской борьбе, занимался борьбой, как бы вот, ну, вот, в таком вот я рос, в таком кругу, такого, в таком кругу я варился, так скажем, да, я рос и воспитывался, то есть среди борцов и среди силовых структур, так скажем. Ну, рисовать, конечно, я любил, наверное, как все маленькие дети, да, вот, ну, рисовал для себя когда-то, вот, ну, ой, для себя говорю, вообще рисовать я любил. Но вот так вот именно я стал, когда рисовать, вот именно почему и когда, я сейчас вам скажу. Однажды, то есть также живя и работая, вот, ну, и как бы вот, находясь в Абакане, да, я познакомился с студентом музыкального колледжа, Хакасского музыкального колледжа, с алтайцем Эмилем Теркишевым. Теркишев Эмиль тоже также поступил был тут как-то, ну, вот, тут поступил был недавно в музыкальный колледж. Помню хорошо его, вот он прям, да он так плохо, помню, даже так по-русски разговаривал даже. Прям какой-то был, я не знаю, все время где-то куда-то где-то летал, он тоже такой человек, такой интересный был. И он, и он меня чем-то на меня тоже напоминал, мы хотели с ним одногодки. И вот мы стали, как-то вот мы с ним сдружились, да, сдружились, потом однажды он как бы позвал меня, ну, вот, не то, что позвал меня в гости, а мы были находились у него в гостях с друзьями. И вот он сыграл на хомусе, сыграл на топ-шуре, топ-шур по-алтайски и на нашем хомус. То есть он вживую, я услышал вживую, ну я слышал, конечно, раньше как бы, ну я этому сильно так не придал значения. Ну, слышал по радио где-то, по телевизору где-то слышал это горловое пение. Ну, горловое пение, это как бы, да, ну, это вот что такое вот, наше такой вот национальный колорит. Ну и, когда я услышал прямо вот вживую, когда вот я сидел рядом с ним вообще там на полшага, я прям почувствовал вот этот ритм музыки, я почувствовал именно дыхание с гор, дыхание там степи, я не знаю, все это, я стал это видеть, то, о чем он поет. Действительно, он вдохновил меня, наверное, и, наверное, может быть, открыл мне какое-то другое видение, да, я вот моей лошади, там, вот с его лошади, так скажем, да, или, ну, вот в его песнях, да, богатыри, вот я стал это видеть. Я стал это видеть, они прям как будто вот ожили. И я стал как бы вот, я прям взял, пришел домой, взял эти шариковую ручку, я не мог остановиться, я рисовал то, что я почувствовал в тот момент, когда вот я слушал его, вот именно его головое пение послушал, я действительно, я стал это рисовать без, я не знаю, откуда эта энергия мне шло. И также потом, спустя определенное время, и он зашел ко мне в гости, он же зашел в гости, Эмиль Перкишев, и увидел мои работы. Увидел мои работы и говорит, ну как моя работа? Ну, иллюстрации на конспектах, так вот, нарисованы были у меня на тетрадках, в конспектах было нарисовано. И вот он это увидел, конечно, он как сказал, это, говорит, рисунки, говорит, эти богатыри, это вот все, о чем я, говорит, пою. Представляете? Он так говорит, говорит, он прям его прижал к сердцу вот так вот. Можно я их заберу к себе? Типа, ну, я говорю, конечно, забирай, конечно, зачем они? Ну, я говорю, я еще нарисую. Ну, это как бы были нарисованы просто непрофессионально, да и сейчас как бы непрофессионально я рисую. Нарисовано было шариковой ручкой. Ну и все. Как бы получается, он же, я скажу прямо и расскажу конкретно, что он показал меня, так скажем, моему народу. Что вот он, у вас есть такой парень, Хакас, рисует такие вот легенды, там, богатырей, так скажем. Ну, да, непосредственно одни богатыри у меня. Ну и как-то так вот. И до сих пор, с того времени, это было в 2000-х годах, я это сделал первый у меня выставка
выставка была, он как бы уж, когда вот я уже меня с ним когда он меня познакомил со всеми людьми, такими людьми, как Петр Яковлевич Топоев, то есть народный мастер, делает национальные инструменты, который вот сейчас вот даже вот у меня в мастерского представлен вот этот его инструмент. Да, Сергей Трофимович Чарков, также который подарил мне Чадхан. В этот же день прям они также были, так скажем, им понравилось мое направление, и понравилось то, что я делаю, сказали, вот, и мне подарили Чадхан. Я вот действительно, я с детства мечтал о Чадхане, это такой, я считаю, что такой самый древний инструмент хакасского народа, и его музыка просто волшебная. Я ухожу, допустим, даже когда я играю на Чадхане, это кажется, что я находишься в другом мире. И по сей день с ним также продолжаем дружить, с Эмилем Теркишевым. То есть это прошло сколько времени, до сих пор мы с ним общаемся. Вот буквально в 2016 году он выпустил видеоклип, именно с использованием моими работами. Хотя, кстати, он первый, вот сейчас, я сейчас скажу в каком году, выпустил серию книг, вот, «Тюремный Кай», «Жандарм Алтай». То есть это «В сердце меня Кай», а в песнях у меня Алтай. Это 2009 год, да, кстати, вот у меня была первая персональная выставка в 2009 году. И вот после вот выставки, после всего этого, как бы он первый, кто выпустил книгу, тираж книги, да, который вот именно с изображениями, то есть с иллюстрированием с моими работами. А потом уже в 2014 году вот, у меня как бы работы были вот Дмитрий Яковлевич Батунаев также выпустил книгу «Мы родом из Хонгарая». Также тоже эта книга оформлена моими работами. Вот. Интересно, ну вот как бы так стали оформлять люди такие прям, так сказать, профессора, прям такие вот знаменитости, так скажем, да. Ну, такие вот знаменитости, вот там Альбина Дегтярева, Айрхан Аялы, сотворение, это который сарийская руководитель, сарийская группа Айрхан, это который в Якутии, которые прям, они известны по всему миру. Также оформлены книги, то есть ее книга оформлена моими полностью работами, да. И даже когда она, помню, мне звонила с Якутии, прямо она мне говорит, на меня даже якутские художники как-то обиделись. Как так ты могла свою первую книгу, говорит, оформила работами какого-то хакаса, а не якута. Ну, такие вот был такой интересный момент. Она сказала, они вот мне просто по душе, они мне просто ближе, ну, в таком плане. Ты говоришь, вот, что у тебя первая выставка прошла в 2009 году. А сколько там картин было выставлено и где ты выставлялся? Да, работ у меня там вот выставлено было где-то около 90, наверное, где-то около 90 картин было, да, иллюстраций было, это выставлены были. Это было апрель месяц. Это было фотоцентр юности Лариса Исааковна Малак. Кстати, да, вот мои работы, я вот как бы, я же не художник, но мне вот как бы сказали, ну, люди, которые верили в меня и нравилось мое творчество, говорят, Алексей, надо делать выставку. И я прям в этой идее, конечно, загорелся, как бы, ну, думаю, ладно, я как бы... И мне однажды такой человек как наш, так скажем, наш заслуженный, да, деятель, и вообще просто заслуженный человек, так скажем, да, Вячеслав Кучинов, мне сказал так, однажды, Алексей говорит, будь уверенным, будь даже наглым, иди всегда вперед, сказал. То есть как бы вот так вот. Ну как бы я как бы, у меня нет такой цели, допустим, стать художником знаменитым, да, что там покорить, там, не знаю, весь мир, там, нет. То есть мне мои работы нравятся моему народу, они смотрят, восхищаются, ну так и буду рисовать, и пока вот, ну я думаю не то, что пока, а как бы вот нравятся работы мои, я буду рисовать, я буду творить, так скажем. Ну и вот, когда даже я обратился с выставкой в нашей галерее, ну конечно все отказали мне, Министерство культуры, все сказали, ты кто такой вообще, как бы так вот.
А вот Лариса Исааковна, вот, мне кто-то, помню, подсказал, говорит, есть такая Лариса Исааковна Малагаева, сходи к ней, у нее как бы есть выставочный зал. Вот я к ней пришел, я говорю, здравствуйте, ну вот я с ней познакомился, она прям такая приятная женщина, она прям вообще много чего, вообще она молодец, как сказать, она дала мне вот она такой, скажем, ну дала мне возможность выставиться. Она когда я просто она посмотрела мою работу, она сказала, без слов просто, говорит, завтра говорит, выставляем тебя. Прям вообще даже просто посмотрела там, посмотрела секунд 5, наверное, всего, посмотрела, говорит, однозначно, говорит, мы тебя говорит, выставляем. Ну, в смысле, вот, в нашем выставочном зале. Ну вот, прошла у меня выставка, и с того времени, с 2009 года, так скажем, народ меня узнал. И с тех пор я, ну, конечно, были периоды, были перерывы, год, два, три, там я не мог не рисовать там, по работе, уезжал в командировки разные там. Ну и вот, сейчас вот непосредственно вот я сейчас за этим занимаюсь, вот у меня есть вот моя мастерская, я здесь сижу, работаю. Приходите, смотрите, мастер-класс могу показать. То есть ну, можно просто прийти, посидеть, понаблюдать за моим процессом работы. Я не знаю, скоро вот здесь будет журнальный столик у меня, будет чай, хакасский национальный травяной чай будет у меня, талхан, там ну, такое угощение будет. Так что я всем рад, приходите и будем знакомиться, общаться. В общем, нужно сказать, что твоя первая выставка прошла в непрофильном учреждении, получается, это фотоателье. Да. Это по улице... Ерыгина, 24. Ерыгина, да. Скажи, вообще, сколько выставок у тебя прошло с тех пор? Ну вот с 2009 года вот первая персональная выставка была у меня вот в Абакане у нас, естественно. Потом следующая выставка была у меня в республике Горно-Алтай, это на празднике Элоин. Элоин это как Элоин это в переводе как игры народов. Эл это народ, Оин это игра. Игры народов в Горном Алтае, в Нгудайском районе, деревня Ело. Я был там удостоен там тоже премии, там, там мне дали диплом за сохранение культуры и традиции тюркского народа, что-то такое вот это было. Меня прям на сцену вызывали, мне было очень неожиданно, конечно, прям, ну, такой был, так скажем, такой прям подъем был такой интересный. Потом были у меня, мои работы также участвовали в выставках, международных выставках, это в Париже, по проекту там «Окно в России», по-моему, называется, это в Каннах, в Турции, в Анкара, Тюрксой я участвовал в международных конкурсах. В Лондоне вот буквально в 2017 году я занял там 2-е место среди профессиональных художников. Я считаю, это вообще интересно вот так вот. Это какой год Лондон? 17-й год, вот в прошлом году. Да, в 17 году, вот он диплом у меня он висит с Лондона на Art-Fest. Ну и вот, и также в прошлом году, в августе я удостоен был премии Тюрксой. Это самое, мне кажется, было самое такое вот приятное событие. Для меня это было, как бы я вообще шагнул действительно вот именно в профессионализм или вот именно я просто верил, что я вот поеду, то есть меня выбрали с каждой республики, кажется, не кажется, а я извиняюсь, с каждой республики было по одному представителю. То есть это Тюрксой, то есть это, ну, собираются какие-то талантливые, так скажем, художники тюркского мира, то есть это тюрки, да, вот, это, ну, то есть хакасы, алтайцы, тувинцы, якуты, ну и это проходил в городе Шымкент, Южный Казахстан. И, конечно, для меня это было, конечно, честью, вот именно, чтобы попасть в это, именно это, и быть, ну, вот именно дипломированным именно вот премией Тюрксой. Ну, даже когда я впервые в жизни тогда, не то что в жизни, ну, наверное, я раньше что-то там пытался рисовать там красками, там, ну, мне вот все говорят, вот ты рисуешь так красиво, все, молодец, а вот не пробовал красками, я говорю, нет, я не пробовал, я не собираюсь, говорю. Ну, это, ну, пускай рисуют художники там красками, кто там умеет, кто учился об этом, я не учился, я не умею, но я просто пробовал. Но когда вот я вот был на Тюрксой, и, то есть попал на Тюрксой, я думал, буду представлять свои работы, я буду рисовать, думаю, свою графику. Нет, там каждому выдали по несколько холсту, там разного формата,
масло, кисточки, и выходим мы на этот пленэр. То есть мы идем на природу, смотрим красоту и древности, древние замки Казахстана. Были в городе Шымкент, это храм Юсуфи, там прям это было, конечно, незабываемо. И я впервые взял вот именно кисточку в руки, я рисовал маслом. Рисовал маслом. И говорят, неплохо получилось. Говорят, неплохо получилось. Но самое интересное, когда вот после окончания вот всего этого проекта, среди 20, не помню, 20 или 2, ну да, где-то около 20 нас участников было с разных регионов, России, СНГ и Турции, и Болгарии, и там Боснии и Герцеговина даже были представители тюркского народа. И я единственным был без академического образования, единственным был не художник, то есть действительно, то есть они вот просто, они говорят, как ты попал? Я говорю, ну а как? Ну я же, говорю, не сам приехал же. То есть меня пригласили, то есть меня оплатили полностью мне самолет туда и обратно. Говорю, все, как бы вот так вот. Они говорят, Ты среди всех волков белый волк, наверное, был. да, я вот просто, они, ну как ты, говорят, ты не художник? Я говорю, нет, я не рисую вообще, как бы я вместо маслом тем более не рисую. Так подожди, говорит, ты маслом нарисовал даже лучше вон того, который учился там несколько лет. Ну я говорю, наверное, умею маленько, наверное. Не, ну, конечно, мне подсказывали, мне там, как бы, я просто подошел, я там сразу же первый день же познакомился с очень хорошим, кстати, художником, Джаннабек Суйбинов. Вот он, действительно, вот он всех художников, всех вообще наших вот участников, он был, больше всем понравился его работа, его техника. Смотришь, как он рисует, кажется, это какая-то ерунда. Отходишь на 2-3 метра, это потрясающе, как будто фотография. Это надо уметь так вот делать. И вот он мне тоже подсказывал, он единственный, это первый человек, вот, наверное, сейчас он, который у меня друг, мы с ним общаемся в Фейсбуке, вот он мне говорит, вот так и так примерно, вот так вот надо краски размешивать. Все, представляете, он меня как в первом класс пришел, я вот, как мне показали, как вот владеть кисточкой, как вот надо разбавлять вот это вот краски, как находить краски. Представляете, я вот за один день все это как бы что-то нашел и что-то там нарисовал. И буквально вот, кстати, до сих пор я не получил каталог. Я вошел в этот международный каталог Тюрксой 2017 год, и вот я должен получить вот на днях, и я думаю, сфотографирую, качественно откопирую их и покажу всем моим, да, зрителям, так скажем, ну, не зрителям, не поклонникам, а, ну, так скажем, моему народу, жителям Хакасии, Абакана. У меня здесь комментарии дают, не знаю, я вот все думал, вот я рисую там Батыров, рисую там Алыпов, рисую, допустим, да, как бы, и, ну, думаю, может быть, реагируют в основном, конечно, только вот наши, да, хакасы, алтайцы, тувинцы. Нет, знаете, вот у меня больше поклонников, наверное, среди русского населения, да, вот, они прям восхищаются, говорят, и, конечно, я вам сразу перебью, я и рисую не только, то есть богатырей там, да, я и витязи рисую, у меня хорошая тема, такая интересная тема, у меня называется Анаргас. Анаргас, кто если знает, это дружба, содружество. Да, вот я рисую там прям наши воины, наши богатыри, хакасские богатыри, допустим, с витязем, с русским богатырем, он за руку держатся там, прям улыбаются там, то что вот мы вместе и спокон веков, ну, вот в таком плане вот я все, много интересного вот у меня вот в этом плане. Рисунков, конечно, у меня. Но я, конечно, буду рисовать именно вот это направление, которое я когда-то однажды почувствовал, видел, и вот которое я сейчас, что я сейчас творю, что я рисую, это мое, и я, наверное, так и буду продолжать рисовать. То есть я уже не буду перескакивать на краски, что-то там, ну что-то может быть, какие-то экспериментальные моменты вот именно только в графике, то есть это может быть там содой, может быть там, я не знаю, что-то, может, углем, или что-то еще чем-то буду рисовать, я не знаю, это всему свое время. Ну, как-то так. А пока вот я рисую, как вот рисую, также продолжаю рисовать непрофессионально шариковой гелевой ручкой. Хотя многие говорят, это не профессионально, но я говорю, это мое. Я вот научился как рисовать, вот я буду так и рисовать. Ну, пером пробовал и пробую, тоже нравится, мне очень прям так контрастно, интересно получается, прям линиями, пятнами рисовать. Это, конечно, ну это надо быть профессиональным, надо какие-то курсы, да, кстати, насчет курсов, я думаю, может, просто как вот все люди делают, да, профессиональные люди делают, все через YouTube.
посмотреть курсы именно по правильности рисования именно анатомии, цветы тени, штриховки, вот это вот может быть. Конечно, у меня в этом плане все хромает у меня это. Ну, как мне сказали однажды, как человек, мне один такой профессиональный такой художник, как успокоил меня, Алексей, говорит, ты, говорит, рисуй как рисуешь, говорит. Людям, понимающим, людям, которые видят и энергию в твоих работах, неважно, как ты исполнил, на эти грамотность, неграмотность они не смотрят, они смотрят на смысл работы, на саму суть, что ты передал, на композицию, вот именно вот, на движение. И вот мне однажды сказали, мои лошади, говорят, живые, говорят. Кто-то говорит, какие-то художники, говорят, лошади, говорят, пасутся, говорят, как, как, не знаю, как коровы, говорят, пасутся, говорят, где-то там на лугу, так скажем. А твои лошади, говорят, бегут, дерутся, борются, рвут, кусаются. Вот такие лошади у меня. Ну, я люблю лошадей, я их так рисую. У меня вот на каждых работах присутствует всегда лошадь. Пускай воин там он стоит, или он сидит, воин, допустим. Ну, лошадь всегда будет присутствовать, где-то там вдалеке будет стоять, или пастись, или просто... Алексей, поясни, вот сейчас, что ты рисуешь и что ты можешь сказать именно об этой композиции. Да, вот эти вот работы вообще у меня они приходят как будто, так скажем, из ниоткуда. Вот я просто беру чистый лист бумаги и начинаю вот делать штрихи. И эти работы сами по себе появляются, и я понимаю, что я рисую, что, ну, допустим, и начал рисовать, допустим, посередине что-то начал рисовать, и вот у меня получался воин. И вот так вот, наверное, композиция постепенно по штрихам она у меня начинает строиться. Здесь как бы я изобразил 4 воинов, это все как бы само получилось. Это потом я посмотрю, действительно, у меня 4 воина смотрят в разные 4 стороны, так скажем. Ну, то есть это смысл такой, что да, ну это как бы можно как бы объяснить, что типа, ну, стоят воины, да, спина к спине, да, допустим, не отступать и не сдаваться, или вот, ну, в таком жанре. А здесь я как бы изобразил 4 воина, 4 конца света, вот, обороняется или там охраняет, или стоят на страже, так скажем. Вот, с 3, ну, 4 света, как 4 сторон света, ну, вот как-то так вот. Скажи, а как ты костюмы прорисовываешь? Ты там где-то читаешь информацию или что? Костюм. Откуда ты все это берешь? Это костюм где-то подсознательном уровне, как-то вот, я не знаю, их где-то, может, по памяти, может быть, ну, все равно где-то вот я рисую, это все, это вот, ну, импровизирую, допустим, вот эти вот, даже вот просто перед возьмем, да, это вот все, это мое, то, что я сам придумал все, вот это вот, все самому вот так вот. Ну, иногда, конечно, бывает, иногда вот раз посмотришь где-то вот именно правильность исполнения, допустим, по заказу, допустим, если идет заказ непосредственно по заказу, правильность, допустим, как было обмундирование, допустим, таких-то воинов, допустим, ну, это как бы не возбраняется, это, в принципе, когда вот смотришь именно исторические эти вот ценности, эти детали, вот эти вот, как бы. А вот когда я рисую просто для себя, я рисую вот просто спонтанно, вот все это идет само по себе, вот именно. Сам шить сюда, вот могу шить сюда, могу влево, вправо, бок, да, все что угодно. Вот. То есть у тебя получается это все импровизированная накладка костюма получается, да? Я что хочу спросить, ты читаешь ли специальные работы по древним воинам, скажем, ну, допустим, тех же древних хакасов или древних кыргызов, как их раньше называли? Нет, я не читаю, Ты просто рисуешь интуитивно. Да, как вот мне говорят, однажды вот сказали, что я, то есть, вот есть в нашем народе, да, такое как понимание и такое направление, есть кайчи, вот именно сказители, да, вот, которые передают информацию, передают эпосы, там, и легенды, сказания рассказывают народу именно через музыкальный инструмент, чатхан или хомус, да, вот, ну, как бы вот, рассказывают именно в таком контексте. Вот. А я вот, наверное, также передаю манас, так как мне сказали, манас, это как я передаю легенды, сказания именно иллюстрациями. Я просто беру, так скажем, и через мою руку, видимо, какая-то идет информация, я вот рисую, вот как рисую, вот она как бы идет у меня. И поэтому я говорю, еще раз повторяюсь, я не художник, я просто, видимо, наверное, сказитель. Я пишу манас, так скажем. Ну.
Ну и вот здесь следующее, допустим. Ну вот, допустим, вот сейчас, о чем сейчас я говорил, про Манас, про сказание легенды. Вот здесь я изображаю своего друга, вот Тергишева Эмилия, вот он сидит, играет на рихе, да, и у нас на нашем рих, на их якили, по-моему, да, якили, двухструнный смычковый инструмент. Он передает, он как бы, он просто сидит один, да, вот он сидит один, что-то смотрит куда-то вдаль и поет сказания, легенды. Да. А о чем он поет, это через его струны, мелодии, вот они выходят, стражи, наши предки, стражи, хранители покоя нашего народа, так скажем, вот они вот. Не, ну они с лицами будут, конечно. Просто пока это эскиз просто и все. Ну вот, такой вот момент. Они как бы, он как бы их не видит, но их он чувствует, он знает, что он их сзади стоит. Это, вот я это передаю такой вот момент. Вот он на них оборачивается, на него смотрит. Другой по нему там по плечу так вот держит, за плечо держит. Смотри, говорит, он как поет. А этим как бы вот просто они есть и есть, как бы вот так вот. Ну, такой свободный такой вот у меня такая композиция, как будто не то, что там на что-то вот именно. А здесь главное, конечно, персонаж это вот Хайджи. Он играет и поет, и рассказывает легенды. А это вот буквально вот сегодня нарисовал, ну они не сегодня, ну на днях, я сегодня в смысле начал обводить, начал дорисовывать. Здесь у меня изображен воин после битвы, видите, даже, видите, как я даже изобразил, это что-то, по-моему, даже маленько получилось, даже вот вид уставший у него, прям идет весь, после сражения, это такой момент, видите, у него все здесь покорежено, вещи рваные у него, все так вот, я не знаю, вот в таком я рад изобразил его. Лучше также у него как бы маленькая такая вот грустная, уставшая происходило, а не грустная. Вот. Ну вот, так вот я рисую.